Ich würde jetzt das Wort gerne Arkadi Dubnov geben. Спасибо. Спасибо за честь выступить перед коллегами и экспертами. Vielen Dank für die Ehre, vor meinen Kollegen und Experten hier auftreten zu dürfen. Наверное, моя часть выступления будет касаться больше политических проектов. Mein Vortrag wird die politischen Aspekte des Projekts angehen. Пару недель назад в Москве с лекцией выступал бывший генеральный секретарь НАТО лорд Робертсон. Он, в частности, рассказывал о своей встрече в начале 2000-х годов с бывшим президентом Туркмении Ниятовым. Лорд Робертсон рассказывал об этой встрече с очень большим сарказмом. Он говорил, что первое, что сказал ему Туркменбаши, это то, что вы, господин Робертсон, либо очень наивный, либо очень глупый. И потом, говорил лорд, встреча продолжалась чуть больше часа, говорил я минут 5, все остальное время говорил Туркменбаши. И лорд сказал, что, знаете, этот человек сумасшедший. Этих людей очень трудно остановить, они делают все, что хотят. Почему я это рассказываю? Почему я это рассказываю? Потому что встреча бывшего генсека НАТО с Туркменбаши представляет из себя замечательную модель отношения Запада и Туркмении, Запада и, если хотите, вообще с лидерами Центральной Азии. Это отношение слепого с глухим. Слепой Запад, который закрывает глаза на происходящее в Центральной Азии. А глухие – это лидеры Центральной Азии, которые не хотят слышать, что им говорит Запад. Поэтому, когда мы сегодня слышим о договоренностях, которые достигнуты между западными представителями и лидерами Центральной Азии, я хочу сказать, не обольщайтесь. Потому что в любой момент вы сможете обнаружить, что лидеры Центральной Азии делают с этими договоренностями то, что они хотят, и так как они эти договоренности понимают. Очень свежий пример вчерашнего дня. Речь идет, может быть, не о Центральной Азии, а о Турции. Господин представитель консорциума Набуко действительно справедливо заметил, что вчера турецкий парламент ратифицировал соглашение по Набуко. Но вчера же произошло еще одно событие. Спустя несколько часов после ратификации стало известно, что комиссия Палаты представителей по иностранным делам Конгресса США одобрила резолюцию о признании геноцида армян. И, насколько известно, премьер-министр Эрдоган турецкий вчера же связался с Белым домом, с президентом Обамой, и сказал, что попросил Обаму принять все усилия, чтобы эта резолюция не была принята Конгрессом. Возможность есть, потому что комиссия, собственно говоря, по иностранным делам только большинство в один голос приняла эту резолюцию. Я говорю о чем? О том, что да, и Эрдоган сказал, что если Конгресс США примет резолюцию, утверждающую геноцид армян, то Турция сделает все, чтобы отозвать ратификацию парламентом протокола. То есть это говорит вот как раз о том, о чем я говорил выше. Теперь снова о Туркмении. Мы знаем, что вот буквально в эти дни в Ашхабад один за другим приезжают представители Евросоюза и Соединенных Штатов, Еврокомиссии Пьер Морель, Ричард Моргенстар, лорд Хан. Эта активность происходит на фоне такой же беспрецедентной активности президента Туркмении Бердымухамедова,
который заявляет о готовности Ашхабада к либерализации своего режима. Он говорит о том, что он готов зарегистрировать оппозиционные политические партии, он готов предложить поправки в Уголовный кодекс, готов смягчить максимально, уменьшить с 25 лет до 15 максимальный срок наказания. Понятно, что этот процесс, который происходит между Западом и Ашхабадом, он имеет встречное движение. Ну, по нашим данным, это следствие того общения, которое имел Бердымухамедов в Париже в начале февраля этого года, когда он встречался с президентом Франции Саркози. В Париже Бердымухамедов услышал от своих французских собеседников просьбу помочь Европе сделать так, чтобы в Европе было легче лоббировать интересы Туркмении, продвижение проекта Набуко. Для этого, было сказано в Париже, Бердымухамедов должен громче и яснее выражать свою готовность к либерализации режима. Собственно говоря, это мы сегодня и видим. Прошло 2 недели, и Бердымухамедов, вернувшись в Ашхабад, стал говорить об оппозиции, стал говорить о смягчении уголовного законодательства. Как мы понимаем, это пока разговор. Но Пьер Морель 2 марта, 3 дня назад, уже заявил в Ашхабаде, что он приветствует, он одобряет реформаторский курс Бердымухамедова. Это очень сильное заявление со стороны господина Мореля. И это аванс. Зная господина Мореля, можно предположить, что он выдает Ашхабаду еще один аванс, подталкивая его к дальнейшему движению. Ну, у меня есть определенное предположение, информация, что в ближайшие времена, может в течение ближайшего месяца, Бердымухамедов объявит о дальнейших шагах. Возможно, он объявит о том, что он допустит наблюдателей Красного Креста в какие-либо учреждения, какие-либо тюрьмы Туркмении. Кстати, известно, что для того, чтобы показывать западным представителям хорошие тюрьмы, в настоящее время успешно строится новая тюрьма в поселке Яшлык, не очень далеко от Ашхабада. По моему мнению, надо смотреть на вещи реально и понимать, что никакой действительной либерализации и демократизации в Туркмении быть не может, потому что любой реальный шаг в этом направлении подрывает устои власти и устои режима Ниязова. С этой точки зрения диалог Запада и Ашхабада, диалог слепого с глухим, должен заставить Запад протирать глаза, лучше смотреть на то, что там происходит, очень четко осознавать, что заявление Бердымухамедова на сегодня носит исключительно косметический, исключительно демагогический характер. Но, да, кстати, еще надо обратить внимание, что в отличие от европейских представителей, гораздо более радикальные требования по поводу демократизации, тем не менее, все-таки предъявляет представители Соединенных Штатов. Может быть, потому что они меньше заинтересованы в прагматических условиях газовых ресурсов Туркмении. С этой точки зрения, мне кажется, что если бы не было проекта Набуко, его надо было бы выдумать. Потому что именно такого рода инфраструктурный проект, который нужен Европе, может привести к тому, что какие-то подвижки в регионе, в частности в Туркмении, в сторону от тоталитарного режима, от деспотического режима, возможны.